Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня погода замечательная, плюс 18 градусов тепла. Отвела я гусей, накормила цыплят, утят, козочку нашу и привела себя в порядок. Сейчас я поеду в город Ишимбай. Я студентка ШПР. Это значит школа приемных родителей. Из опеки мне сказали, что надо учиться и получить сертификат. Но 10 лет я воспитываю своих внуков. Теперь буду учиться, буду воспитывать еще грамотнее. Все у нас дома хорошо. Сестры вам передают огромнейшее спасибо и огромный привет. И Минзаля тоже частенько звонит, по WhatsApp переписываемся, разговариваем и смотрит каждый мой ролик. И очень ей приятно, когда вы спрашиваете, как ее здоровье. Она довольна и всем передает большущий привет, большущий прямо. Ну вот, мои хорошие, все, я поеду сейчас до автовокзала на своей машине. Оставлю там машину и поеду на автобусе. Как так, я в городе боюсь, и тем более я Ишимбай не знаю. Потом будем учиться онлайн. Не знаю, сколько учиться, месяц, может, полтора. Кто-то говорит полтора. В опеке сказали месяц, но не каждый день надо ехать в Ишимбай. Посмотрим, почему бы не учиться. В 63 года я стала студенткой. Ну что, мои хорошие, поехали. Доброе утро всем. Привела я своих гусей с утра. Сначала они купаются, потом уходят куда им надо. Едят траву, общаются с другими гусями, иногда дерутся, кусают друг друга. Красота, как им хорошо. Купаются, моются, ощущают свои перья. Красота. А вон в очередь стали другие гуси. Сейчас наши гуси уйдут, придут другие гуси купаться. Овцы пасутся вон. Благодать. На улице чуть-чуть прохладненько, но ветра вообще нет. Красота. Сегодня у нас облачно. Вот и дождик моросит немножко. Арчи отдыхает. На улице все тихо, спокойно. Винограды хорошие в этом году. Розочки наши. Клематис отцвел. И без цветов, смотрю, красиво. Вот и розочка. Красотулечка. Утром выходишь, такой аромат стоит. Привезли мне гравий. Будут мне заливать здесь пол.
Вот в таком состоянии у меня беседка пока. Скоро рабочие освободятся и придут. Точно не знаю. Может завтра, может послезавтра. Здесь бройлеры. Курочки поют. А здесь у меня малыши. Уточки, селезни. Все мальчики. Сегодня им ровно 10 дней. Растут цыплятами вместе. Клуша остальными курочками. Ну, они дружные. Какие красивые цыплята у меня вон там прячутся. Это, наверное, петух. Здесь их 7, 4 курочки и 3 петуха. Маленьким даю пока хороший комбикорм, витаминизированный. А воду пьют, я не успеваю наливать. Когда будет очень теплая погода, я буду их купать. Вон петух красивый, какой статный. И мои хорошие. Утенок схватил какой-то кусок, бежит, и за ним остальные. Цыплятам даю мешанку. Варю зерно, картошку, яблоки. Перемешаю комбикормом, и они едят. Ну и едят комбикорм вместе. Я бы часами стояла бы, наблюдала бы за ними. Это успокаивает. Охота их взять на руки и полюбить. Вот они мешанку тоже любят. Картошку, оказывается, они хотят. Я не знаю, наверное, рановато им. Но это... Ну, много не достанется им. Ай, петушок хочет клевать. Хулиган. Нельзя маленьких обижать. Вам месяц, а им только 10 дней. В огороде все потихоньку растет. Помидоры тоже растут. Потихоньку они созревают. Я пока одна дома. Вчера ездила к сестре. Привезла опилки. Косила там в огороде траву для козочки. Каждый день делаю салат. Вот еще желтые помидоры видно. Вон там еще. Ну, каждый день собираю потихоньку, сколько мне надо. И делаю салат. Без детей больно и не хочется кушать. В основном делаю салат. Бульон. Огурцы у меня здесь только начинают цвести. Уже вон трава растет. Давно здесь не прополола. Скоро заново пойдут ягоды. Капуста очень хорошая. Картошку уже едим.
Уже старую картошку не хочется даже кушать. Здесь кабачки. Тоже больших уже ем. Прямо молочных. Не жду, когда сильно вырастут. Салат очень хороший. Здесь тоже кабачки. Сегодня опять покраснели. Огурцы. Такие нежные, вкусные. Вот так и живем. С утра встаешь, ухаживаешь за живностью. Поем, выхожу в огород или по дому что-то делаю. Вот сегодня идет дождь. Значит, сегодня буду работать дома. Перебирать белье, гладить, маленьких убирать. Дети быстро растут, и поэтому пора уже маленьких вещей убирать. И скоро поедем за новыми вещами, когда дети вернутся из лагеря. Надо купить школьную форму, сумку школьную, ранец. Ну вот так, мои хорошие. У меня всего пока так. Ну, на этом я желаю вам крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия, много-много радостных дней и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.